Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 28 декабря 2018 года. Я нахожусь на СОЛК Галины Кулаковой. Эта аббревиатура переводится как спортивно-оздоровительный комплекс имени Галины Алексеевны Кулаковой. Назван в честь знаменитой удмуртской лыжницы, которая, сейчас слушайтесь, вдумайтесь в мои слова, является 4-кратной олимпийской чемпионкой, 9-кратной чемпионкой мира и 39-кратной чемпионкой Советского Союза по лыжным гонкам. Это абсолютно непревзойденный результат, уникальный случай в истории нашего лыжного спорта. Значит, эта лыжная база находится в 14 километрах от города Ижевска, в поселке Югдон. Трасса имеет 5 километров, 3,75, 2,5. Но я сегодня тестирую трассу 5-километровую, которая четко обозначена местом старта, местом финиша. Вот, сейчас я это покажу. Вот у нас здесь старт. И чем еще отличается эта наша лыжная база? Это сейчас вот я так вокруг покажу ее. Вот он, сам комплекс. Здесь на территории этого комплекса есть еще гостиница, бассейн. Постоянно здесь проводятся спортивные праздники, соревнования, в том числе и международного уровня. В марте месяце я участвовал в всероссийских любительских лыжных гонках. Вот. И эта трасса не очень простая, она не имеет такой равнинной поверхности. Здесь подъемы, спуски, подъемы, спуски. И начинается старт с вот такого тягуна, такого подъемчика. Сейчас я ставлю свой навигатор на 0 и проверю дистанцию 5-километровую на фактически километраж. Так, вот я начинаю со старта и показываю счетчик на GPS-навигаторе, который счетчик пути показывает 0 метров. Поехали. Ну вот трасса, как я уже сказал, начинается с подъемчика с такого. Падает снежок. За последние 3 дня намело очень много снегу. Ну, трассы здесь готовят. Здесь у них и буранят трассы, и специальная техника есть для подготовки трасс. Спортивный комплекс этот довольно серьезный. Вот. Ну, давайте смотрим, едем. Подъемы перемежаются вот такими спусками. А вот трасса, надо сказать, хорошо почищена, несмотря на снегопады. Хорошо подготовлена. Бежать по такой трассе одно удовольствие. Вот был спуск. И снова подъем в горку. Короткий равнинный участок был. И снова спуск. Я сейчас палками не толкаюсь. Еду. И, честно говоря, немножко даже притормаживаю лыжами. Потому что у меня в одной руке камера. Но снег свежевыпавший. Скорость не очень большая. Вообще погода такая теплая, немножко снежная. Это все, я качусь самокатом. Вот. Кататься очень приятно. Вот солнышко там, его за деревьями уже не видно, заходит. Время где-то около 2 часов. Очень короткие световые дни сейчас стоят. Вот. Снова мы идем в равнинный участок. И дальше снова будет подъем. Вот тут лыжники тренируются, обгоняют.
мешков типа меня. Спускаемся с горки. Опять я спускаюсь, немножко притормаживаю. Скорость очень большая. Такой спуск. Во время спуска мы отдыхаем. Немножко катимся по равнине. Метров 30-50. И снова уходим в горку. А еще должен сказать, что здесь на Солк-Кулаковой есть тоже трассы с вечерним освещением. Освещение работает до 19:00, как мне сказали. Если есть желание продлить освещение, то ты можешь доплатить там не очень большую сумму, как мне сказали, 150 рублей за час человека. Но, в принципе, кому очень хочется, тот может покататься здесь и вечером. Освещенные трассы здесь с другой стороны, по правую сторону от дороги, за лыжным переходом. Там стоят столбы и есть вечернее освещение. Продолжаем идти по трассе. Вот такой красивый пейзаж. Ветки усыпаны снегом. Закат такой начинается. Солнышко садится. Едем с самокатом. Можно толкаться палками. Чуть-чуть притормаживаем. Скатываешься, отдыхаешь. Довольно долго я сейчас скатывался. Вот сейчас подъехал к такому указателю 3 километра. И смотрим на наш навигатор. Наш навигатор показывает 3 километра 90 метров. Пока все адекватно. То есть эта трасса пока соответствует заявленной. Посмотрим, что будет дальше. Бежим. Вот сейчас еще хочу показать. Немножко так распогодилось. Небо чуть-чуть проясняется. Но солнышко закатывается. Время приближается к 3 часам. И это уже вечер для конца декабря. Вот я сейчас приближаюсь к финишу. И у меня такое ощущение, что дистанция немножко короче. Потому что когда здесь проводятся какие-то соревнования, какие-то спортивные мероприятия, здесь на этой дистанции, которая позиционируется как 5 километров, добавляется вот тут вправо уходит еще небольшой кружочек, который, видимо, дает дополнительный вот здесь вот километраж. Сейчас я уже честно доеду до финиша, возьму GPS-навигатор, посмотрю на счетчик пути и скажу более точную дистанцию, которая у меня записалась. Вот сейчас пересекаю финиш, достаю GPS-навигатор, смотрю на счетчик пути, он нас показывает 4 километра 210 метров. Ну вот как-то так. И вот сейчас я зайду в сам этот комплекс.
И посмотрю схему. Здесь есть схема лыжных трасс. Вот она у нас. Вот она у нас. Вот, красным цветом здесь нарисовано 5 километров. Девушки, извините, а можно вопрос? А вот 5 километров здесь 4 сейчас, да? А, которого подъема нет? А, ну нет, тут вроде как кольцо дополнительно делают, вот когда я... А, ну да, да. Ага, понятно, спасибо. Ну вот такая трасса. 4 километра. Они говорят, что нет подъема, но на самом деле вот это дополнительное кольцо, оно километр. То есть у меня получилось 4 километра. Ну и плюс кольцо километра, вот будет 5 километров. Как-то так. Вот я сейчас вышел на улицу. Такая вот у них тут техника есть. Еще кроме буранов. Для чистки трасс. Для чистки трасс. Такая водонапорная башня. Красивая, интересная. Ну вот, все. На этом заканчиваю. До свидания.